Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Женщины-предприниматели Центральной Азии заявили об их дискриминации. Они считают, что в большой бизнес их не хотят пускать мужчины. Отсутствие безопасности не только физической, но и психической препятствует развитию женского предпринимательства. В Казахстане школьников во время урока вывозят в развлекательные центры, а с родителей требуют сдавать деньги на аттракционы в принудительном порядке. Если хотят везти, пусть везут бесплатно. На востоке Украины за последние сутки сепаратистами был неоднократно нарушен режим прекращения огня. Среди украинских военнослужащих есть раненые. 130 лет главным часам города Тбилиси. Их механизм работает без остановки, начиная с первого дня их запуска. Они были произведены в городе Билдесхайм в 1884 году по индивидуальному заказу специально для нашего города. Акция протеста в Бишкеке. Кыргызстанские правозащитники требуют снять с рассмотрения в парламенте законопроект об иностранных агентах. Как заявили в правозащитной организации «Бир-Дуйно Кыргызстан», данный законопроект нарушает демократические принципы. Депутаты уже приняли во втором чтении поправки к законодательству, которые, по мнению парламентариев, обязуют международные неправительственные организации открыто указывать источники их финансирования. Правозащитники же считают, что законопроект об иностранных агентах противоречит демократическим стандартам и принципам регулирования деятельности НПО, а также правам на свободу объединений в стране. В Ташкенте верующим, которые пришли на пятничную молитву, запретили входить в мечеть Минор. Это одна из самых больших и красивых мечетей Узбекистана, строительство которой было инициировано президентом республики Исламом Каримовым. Ее открытие состоялось осенью прошлого года, и, как заявил сам Каримов, мечеть Минор – это его специальный подарок для мусульман, и она всегда будет открыта для всех жителей страны. Увидев такую мечеть, надо сказать, что это для нашего народа. Для народа, который в трудные времена всегда показывал свои стойкость и мужество. Эта мечеть в первую очередь для наших мусульман. Мы ничего не жалеем ради тех мусульман, которые придут сюда для совершения молитвы. Мусульмане не только Ташкента, но и окрестностей могут приходить сюда в любое время. Я лично, как президент, чувствую, что выполнил свою обязанность. Однако 8 апреля прихожан, пришедших для совершения пятничной молитвы, не впустили не только в здание мечети, но и в ее двор, сообщает узбекская служба «Радио Свобода» Озудлик. За 15 минут до начала молитвы двери мечети закрыли, а прихожанам предложили спуститься в подвал. Кому не хватило там места, молились на улице. По словам верующих, сами имамы читали намаз в большом молитвенном зале. Репортер Озудлик связался со служителями мечети. Они заявили, что никаких распоряжений по закрытию мечети для прихожан они не давали. Почему верующим не позволили совершить пятничный намаз в Миноре, так и осталось неизвестным. Женщины-предприниматели Центральной Азии заявили об их дискриминации. Об этом было заявлено на региональной конференции, которая прошла в Душанбе. Одной из главных тем стал вопрос отсутствия женщин в сфере большого бизнеса, куда путь им закрывают мужчины. Репортаж наших таджикских коллег. Ассоциация женщин-предпринимателей собрала за круглым столом в Душанбе почти 60 бизнес-вумен из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Афганистана. Этим женщинам, помимо трудностей, возникающих у любых бизнесменов, приходится бороться с восточным менталитетом. Это такой менталитет, потому что в основном мужчины стоят на уровне принятия решений. Это министры, вице-министры, руководящий состав. Чем больше будет женщин представлено в бизнесе, тем увеличится ВВП. Женщина более трудолюбивая, она менее рискованная к взяткам. Экономические условия во всех странах разные. Разные и проблемы, с которыми женщинам приходится сталкиваться. За круглым столом делятся опытом. Например, в Таджикистане слишком высоки ставки налогов и банковские проценты. В Казахстане эту проблему решают с помощью фондов поддержки. В Государственный фонд поддержки женщин-предпринимателей вкладывают средства все организации, международные фонды и другие структуры. Фонд не только предоставляет гранты женщинам-предпринимателям, но и дает кредиты под очень низкий процент, а также обеспечивает необходимым оборудованием. По словам Сахабад, женщины региона часто становятся банкротами из-за отсутствия предпринимательских навыков. И это несмотря на то, что почти 70% малых и средних предприятий Таджикистана находятся именно в женских руках. Анахит Сараби приехала из Афганистана. В отличие от большинства стран Центральной Азии, где атмосфера и законодательство относительно либеральны для женского бизнеса, в ее стране главенствуют суеверия.
Тем не менее, даже там 1230 женщин являются руководителями в секторах строительства, транспорта, техники и коммерции. Экономика Афганистана из-за сложной политической и социальной ситуации развивается в основном за счет доноров. У нас пока нет промышленной экономики, чтобы предприниматели, в частности, женщины-предприниматели, смогли внести свой вклад. Проблем для ведения бизнеса много как для мужчин, так и женщин, но женщинам в разы труднее. Отсутствие безопасности, и не только физической, но и психической, препятствует развитию женского предпринимательства. Женщины-предприниматели настроены решительно. Возможность реализоваться в профессиональном плане будет полезна и для них, и для экономики страны. Дарья Соловьева, Шахло Гулхаджа, Фарзон Мухаммади. Настоящее время. Азия. Тем не менее, частный бизнес, в котором заняты только женщины, порой приносит большие доходы их семьям, чем заработки мужей. К примеру, в Сагдийской области Таджикистана за последние годы было открыто несколько ткацких учебных центров для женщин. Руководство страны таким образом пытается решить не только социальные проблемы, но и возродить древние ремесла. Курсы созданы в основном для жен трудовых мигрантов, одиноких безработных женщин и домохозяек. Анушервон Арипов с подробностями. Лютфия Файзибоева всего 3 месяца в специальном учебном центре овладевает секретами изготовления адраса – хлопчатобумажной ткани со старинными национальными таджикскими орнаментами. Ткань ткут вручную на деревянном станке. Работа, на первый взгляд, несложная, говорит женщина. Знай вовремя заправлять нитки и тянуть бердо. Но и здесь есть свои нюансы. Еще 2 месяца назад у нее выходило в день около 3-4 метров неплотного и жесткого полотна, рисунок на котором расплывался. Сегодня удается выткать уже 8-10 метров качественного адраса. У меня 5 детей, они взрослые уже. У всех есть жилье. И внуки уже подрастают, их 10. Здесь я провожу все свое свободное время. По окончании бесплатных курсов Лутфия собирается купить такой станок домой. Стоит он около $250. А если ткать по 8 метров ткани в день, расходы окупятся всего за 2 декады. На вырученные деньги она будет помогать своему младшему сыну, который пока учится в университете и не работает. Стараюсь сейчас такие станки купить, чтобы свободное время не пропадало. Научу дочь и невесток работать. Ояхун Ахунова мыслит более масштабно. Она хочет взять кредит в банке и купить сразу 3 станка. Ояхон, обе ее невестки, дочь, домохозяйки. И каждая сможет, не выходя из дома, зарабатывать в среднем на 20% больше, чем их мужья-таксисты. Мы решили, что в центр будем принимать в основном женщин-домохозяек, тех, чьи мужья находятся в трудовой миграции, и девушек, закончивших школу, но нигде не работающих. Таких бесплатных учебных центров в Худжанде несколько. Все они были созданы в рамках областного проекта по трудоустройству женщин и имеют направление работы. Например, на курсы по изготовлению шелка принимают только разведенных и одиноких. А частный центр «Широс» готовит специалистов по ковроткачеству из тех, кто уже имел какие-то навыки. На 10 сантиметров 40 узлов. На 1 метр приходится 400 линий. Ограничения на прием в центр для обладающих опытом в изготовлении ковров не прихоть. Работа очень сложная и учиться долго. Нужно не только уметь быстро вязать узелки, но и правильно составлять орнамент. Фируза Сайфединова ткала ковры на дому до развала Советского Союза. Во времена гражданского противостояния в стране она забросила ремесло и подрастеряла навыки. За 2 года здесь смогла не только их восстановить, но и научиться новому. Иранской технологии ткачества нас обучали специалисты, приезжавшие из Ирана. Я научилась быстро. В юности мать давала мне уроки ткачества в национальных традициях. И еще мы стажировались у афганских мастеров. Женщины в этом центре и учатся, и получают заработную плату от $60 до $100 за квадратный метр, в зависимости от сложности узора и количества узелков. За квадратный метр этого ковра я получу 450 самани. В месяц можно выткать 2,5 квадратных метра. Получится 900 самани. У меня еще и дома станок стоит, где я работаю в свободное время. Всего за время существования центра обучение прошли порядка 1000 женщин, но используют приобретенные навыки чуть больше 150. Работа очень кропотливая и требует много времени. Многие женщины, занятые заботами по хозяйству, не находят его. Здесь у нас более 50 ткацких станков. По районам области мы распределили уже 15 средних и столько же малых станков.
на которых производятся портретные коврики. Созданием центров руководство области старается решить сразу несколько проблем. Возродить национальные ремесла, которым издревле славились таджики, и трудоустроить женщин, в основном жен трудовых мигрантов, которые из-за тяжелой экономической ситуации в России не получают переводов от своих мужей. Анушер Волнарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Жители западноказахстанского города Кульсары получили в подарок от местного предпринимателя детский сад. Бизнесмен профинансировал проект из личных средств. Это 800 миллионов тенге или почти $2,5 миллиона, сообщает казахстанский телеканал «Хабар». Детский сад, который рассчитан на 165 мест, получился не только красивым и просторным, но и оснащенным современной техникой. В каждой комнате установлены видеокамеры, благодаря которым родители могут видеть своих детей в режиме онлайн. Как заявил сам бизнесмен, он с детства мечтал построить детский сад для своей матери, которая всю жизнь проработала воспитательницей в яслях и жаловалась, что их здания очень старые и тесные. В память о матери детский сад был назван Анашем, что значит «мама». Я рад, что выполнил обещанное маме, а еще сумел принести пользу жителям города, где родился и вырос. Таким образом, хоть частично отдав долг перед родной землей, внеся посильный вклад в воспитание наших детей. Развлекательные центры заменили уроки школьникам Астаны. Детей организованно вывозят в торговые центры во время занятий, якобы по просьбе родителей, которые, в свою очередь, заявляют, что деньги на данные развлечения они обязаны сдавать в принудительном порядке. Так ли это на самом деле, попытались выяснить наши коллеги из казахской службы радио «Азаттык». Забитый битком автобус томится в школьном дворе в ожидании чего-то. На запотевших окнах дети рисуют нехитрые узоры. Учителя на расспросы репортера, куда и зачем собираются вести учеников, не отвечают. Мы не будем давать им, закройте. Почему? Окна. Автобус в сопровождении патрульной машины полиции прибывает в торговый центр «Аружан» на окраине Астаны. Это место, похоже, ученикам знакомо. Они уверенно поднимаются на 3-й этаж, в развлекательный центр «Старплей». Представитель центра говорит, что учащиеся бывают часто, условия для отдыха здесь созданы, безопасность им обеспечивают. От других комментариев в центре воздерживаются. Несколько родителей, просивших не указывать их имена и фамилии, сказали репортеру, что ученики школы номер 59 нередко целыми классами выезжают в развлекательные центры. За это родителей вынуждают сдавать по 1800 тенге. Директор школы номер 59 Зауре Жусипова подтверждает, что учащиеся бывают в развлекательных центрах. Она говорит, отправлять принудительно куда-либо детей и собирать деньги с родителей противозаконно. Наши дети после уроков идут домой, потом не выходят из квартир. На сегодняшнее мероприятие дал разрешение мой заместитель по просьбе родителей, которые сказали, что дети долго никуда не выходили. Директор школы сообщила репортеру, что отправившиеся в развлекательный центр ученики вернутся не позднее 14 часов. Однако в 15 часов дети в школу не прибыли. Занятия второй смены между тем уже шли полным ходом. Репортер «Азаттыка» попытался взять комментарии у родителей, пришедших в школу за своими детьми. Однако столкнулся с препятствиями. Мое мнение, я против. Почему вы против? Потому что четкой организации нет. Представитель городского управления образования Гульфара Сарамбетова считает, что ученики школы номер 59 посещали развлекательный центр во внеурочное время. Вместе с тем она сообщила, что по этому факту будет дополнительное расследование. По ее словам, управление образования не имеет отношения к тому, что школьников возят в развлекательные центры. Я хочу сказать, что они выезжали в внеурочное время, после школы, не мешая учебному процессу. Азаттык спросил у прохожих на улицах Астаны, как они относятся к тому, что учителя возят учащихся в развлекательные центры. У меня тоже ребенок 14 лет, заставляет по 500, по 1000 тенге каждый раз даем. Если хотят везти, пусть везут бесплатно. А я могу своего ребенка и сама сводить. Это чей-то бизнес и в сговоре со школой, и чтобы побольше деньги заработать, наверное, детей вот так вот ведут. По официальным данным, в Астане насчитывается 88 школ. В них обучается более 105 тысяч учеников. Айнур Алимова, Руслан Бутаев, Ержан Амирханов, Азаттык ТВ. Далее в программе. На востоке Украины за последние сутки сепаратистами был неоднократно нарушен режим прекращения огня. Среди украинских военнослужащих есть раненые. 130 лет главным часам города Тбилиси. Их механизм работает без остановки, начиная с первого дня их запуска. Они были произведены в городе Билдесхайм в 1884 году по индивидуальному заказу специально для нашего города.
Рекордное количество обстрелов на Донбассе. В украинской армии сообщают о 87 случаях нарушения перемирия за последние сутки. 8 военнослужащих ранены. Бои за промзону Авдеевки продолжаются с конца марта. Они идут почти круглосуточно. Сейчас город под контролем украинской армии. Их позиции обстреливаются из крупнокалиберных минометов, запрещенных Минскими соглашениями. Хату, в которой они жили, прямым попаданием, практически уничтожена. Пришлось в подвал переезжать. Позиция вся сгорела. Видишь, трава вся сгоревшая. Я думаю, что вычисляли долго. Первое попадание было вот. И тут вороночка. Вот воронка, 120-й. А потом сразу в крышу. Военные сообщают, что в последнее время боевики так называемых ДНР и ЛНР подходят максимально близко к позициям вооруженных сил Украины. По всей зеленке сейчас заросли, густые. В тепловизор буквально ничего не видно. Подходят сюда даже на 50 метров. Могут прийти, пострелять и уйти, или вызвать огонь на себя. Мы по одному стреляем, а второй спокойно передвигается. Кибератаки и пропаганда пришли на смену пушкам и танкам. Министерство юстиции Латвии и спецслужбы страны предлагают внести поправки в уголовное законодательство. Они касаются усиления контроля за разглашение информации и призывы антигосударственного характера. Одним словом, всего, что может быть направлено против суверенитета Латвии. Возможно, агрессия России уже давно одна из главных тем балтийских СМИ. Масло в огонь подлила и кибератака, нарушившая накануне интернет-трансляцию встречи руководства Литвы с делегацией крымских татар. Для дестабилизации государства и общества на смену пушкам и танкам пришли кибератаки, дезинформация и пропаганда. Министерство юстиции и латвийские спецслужбы предложили поправки к уголовному законодательству за действия, направленные против суверенитета Латвии. За разглашение информации, сотрудничество с зарубежными агентами влияния и призывы антигосударственного характера теперь будут наказывать более строго. Часть поправок касается и интернет-пространства. Это новая реальность сегодняшнего дня. С развитием виртуального пространства конфликт тоже переносится туда. Недавно в Риге суд приговорил Максима Коптелова к 6 месяцам заключения за выложенную в интернет петицию с призывом о присоединении Латвии к России. Адвокаты назвали обвинения неубедительными, а решение суда слишком суровым и позором для Латвии, так как ограничивают свободу слова. Мягко говоря, мы просто бросаемся в объятия товарища Сталина. Это ужасно, это плохо. Это просто шизофрения в головах отдельно взятых политиков. Перед латвийским обществом стал непростой вопрос. Как обеспечить безопасность в стране, но при этом не нанести ущерб демократическим свободам? Нужно очень аккуратно думать, когда формулируешь такие изменения в уголовном законе, чтобы не произошло ограничение вполне легитимной политической деятельности, в том числе свободы слова. Дело в том, что политическая деятельность, направленная на изменение Конституции, это не обязательно деятельность вражеских спецслужб. Несмотря на то, что с 2004 года Латвия член НАТО, многие считают, что непосредственное соседство с Россией делает страну более уязвимой. По данным опроса Гэллапа, 42% латвийцев видят в восточном соседе угрозу. На все страны распространяются одни и те же гарантии безопасности. На все страны распространяется 5-й параграф. Сила НАТО в том, что эти гарантии распространяются абсолютно одинаково. Поэтому я не думаю, что безопасность Латвии или Эстонии заметно отличалась бы от безопасности, скажем, Польши или Болгарии. Латвийская армия отказалась от предложения вернуть обязательный призыв на военную службу. Там уверены, что небольшой, но профессиональной армии стране достаточно. Студенты этому только рады и предлагают иное решение укрепления национальной безопасности. Мы поддерживаем идею интеграции тем, связанных с военным делом, в существующие учебные программы, например, информационные технологии, компьютерные науки, а также в специфические курсы, связанные с кибербезопасностью, медициной, юриспруденцией и другими областями знаний. Поправки в Уголовный кодекс признаны слишком радикальными. К их обсуждению Сейм вернется в конце апреля. Но уже сейчас Латвия продолжает искать баланс между обеспечением безопасности и сохранением гражданских демократических свобод своих жителей. Анна Трудолюбова, «Настоящее время», Рига. Главные часы города Тбилиси отсчитывают точное время, по которому живет грузинская столица вот уже 130 лет. Начиная с первого дня их установки на здании городской мэрии, часы ни разу не остановились. Следит за работой старинного механизма потомственный часовщик, с которым встретился наш корреспондент Зураб Двали. Вот уже 20 лет Артур, живущий в старой части города, проделывает пешком один и тот же маршрут. Спускается по улице Дадьяни к зданию городской управы.
поднимается на самый верх городской ратуши, преодолевая ровно 69 ступеней винтовой лестницы. Здесь, под куполом строения, его ждут старинные часы. Каждое утро в одно и то же время Артур приходит сюда, чтобы завести их. Уникальность этих часов заключается в том, что они были произведены в городе Бильдесхайм в 1884 году по индивидуальному заказу специально для нашего города. Вот здесь имя мастера – Пегас. Удивительно, сколько времени, сколько эпох уже отсчитали эти старинные часы. Позади Тифлисская губерния Российской империи и Первая демократическая республика 18 года и Советская Грузия. А они все идут, помогая сегодня горожанам узнавать точное время. Мне было тогда 14 лет, когда первый раз попросил отца повезти себя с собой, поднять меня наверх, чтобы я смог посмотреть изнутри, как это все выглядит. И мой отец, естественно, привел меня сюда. И для меня это было очень незабываемое впечатление. Ну, я и до этого любил часы, потому что у нас в доме очень много часов разных. И я решил тоже стать часовым мастером. Семья Петровых-Акопян – известная в Тбилиси семья часовщиков. Дело в том, что отец Артура, Василий Акопян, сам свыше 30 лет тщательно ухаживал за городскими часами. Ходил заводить их даже когда в начале 90-х шла гражданская война, и выходить на улицу было крайне небезопасно. В то время, когда грохотали там выстрелы, все дрожало кругом, витрины, а Васико собрался пойти, люди не выходили из дома, боялись. А он, я говорю, должен пойти завести часы. Когда он подошел туда, его не подпускали. А он с боем зашел, сказал, что я должен обязательно завести часы, потому что это сердце должно работать. Кто только не обращался к отцу с сыном помочь с часами, от партийных руководителей до иностранных коллекционеров. Дома немало старинных, раритетных часов, восстановленных уже после того, как от них отказались другие мастера. Работы, как всегда, хватает. Да и хорошие механические часы всегда в цене. В городской управе недавно сделали ремонт, и сегодня у Артура более комфортные условия для работы. Помимо того, что часы надо заводить каждый день, мастер удаляет пыль с деталей и смазывает их. Под потолком массивные гири, часть механического устройства часов. Наш город, как известно, всегда славился хорошими мастерами и ремесленниками. И все они были объединены в определенной гильдии. И у часовщиков тоже была гильдия. И вот вы видите герб часовщиков Тифлисской гильдии. На площади Свободы звучит знакомая мелодия. На циферблате ровно 10. Горожане спешат по своим делам. Сердце столицы Грузии бьется исправно. Зураб Двали, Давид Симонишвили. Настоящее время. Тбилиси. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.